Здравствуйте, вы смотрите интервью дня, в студии я, Орлана Байду. Сегодня у нас в гостях Суванди Надежда Дарыевна, декан филологического факультета Тувинского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент кафедры тувинской филологии и общего языкознания. Здравствуйте. Здравствуйте, Орлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Надежда Дарыевна, расскажите, пожалуйста, всем, какие олимпиады проводятся на базе Тувинского государственного университета? Тувинский государственный университет вот уже несколько лет проводит межрегиональную олимпиаду для школьников с международным участием по 21 дисциплине по университету. А с нашего филологического факультета олимпиада проводится по русскому языку, литературе, по английскому языку, где принимают участие школьники с 5 по 11 классы. А по родному языку и литературе до 22 года также принимали участие с 5 по 11 классы. А с 2022 года принимают участие в университетской олимпиаде школьники с 4 по 7 классы, так как с 8 по 11 классы они уже участвуют в федеральной олимпиаде по родным языкам и литературе народов России. Надежда Дарыевна, расскажите, пожалуйста, о небольшой предыстории, получается, федеральной олимпиады. Но Тувинский государственный университет с 2022 года стал соорганизатором федеральной олимпиады по родным языкам и литературе народов Российской Федерации. Основным организатором которой является Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова. В Тувинский госуниверситет поступило предложение от Совета Федерации Российской Федерации стать соорганизатором федеральной олимпиады, и наш университет стал один из соорганизаторов из числа 19 вузов России. Координатором данной олимпиады является директор Института довузовского образования, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Урана Неолна Даржа. И весной 2022 года по заданию координатора преподаватели кафедры тувинской филологии и общего языкознания начали разрабатывать задания, составлять сборник олимпиадных заданий, поскольку это было требование. Затем в сентябре-октябре уже были разработаны задания демонстрационного варианта и отборочного этапов олимпиады. Школьники начали выполнять демоверсии заданий уже с октября месяца, а отборочный этап начался с 15 ноября 2022 года в онлайн-формате. И в нем приняли участие 598 школьников со всей республики, а на заключительный этап из них вышли 268 школьников. Какие молодцы. Да, заключительный этап проходил в очной форме на базе Тувинского государственного университета в феврале 2023 года. В результате заключительного этапа призерами нашей олимпиады стали 30 школьников, из них 6 это выпускники 2022 года, и двое из которых поступили в Тувинский государственный университет без вступительных испытаний. То есть они подтвердили ЕГЭ по русскому языку и получили больше 75 баллов. Сегодня эти студенты обучаются на первом курсе филологического факультета направления подготовки и педагогическое образование с 2 профилями: родной язык, литература и иностранный английский язык. Это выпускницы, вернее, Хаваксинской школы Алдынгы Смангуш и Акташской школы Сютхольского района Алдына Яндар. Их подготовили учителя родного языка и литературы Хаваксинской школы Саяна Икароловна Бака и Акташской школы Чойган Сюроловна Ондар. Но чтобы без вступительных испытаний поступить, им надо обязательно набрать больше 75 баллов по русскому языку и литературе, то есть по ЕГЭ. Если в 2022 году в Олимпиаду было включено 30 профилей, сейчас в 2023 году их стало 46. То есть в 2022 году было 21 язык родной, да, а в 2023 уже около 40 языков. Ну, какая у нас многонациональная, да, страна, и это да. вот прям показывает. Поделитесь, пожалуйста, какие еще есть преференции у абитуриентов Тувинского государственного университета?
Если вот летом при вступительных испытаниях у нас выпускники поступают по ЕГЭ, сдают там профильный экзамен, например, по родному языку, литературе отдельно, да, в нашем университете, то в правилах приема в Тувинский государственный университет в 2022 году уже включили пункт, как мы уже говорили наверху, да, что призеры Олимпиады, набравшие не менее 75 баллов в ЕГЭ по русскому языку, поступают в университет без вступительных испытаний. Вот, а если призер Олимпиады не набирает 75 баллов, более 75 баллов, то им даются дополнительные баллы за индивидуальные достижения в количестве 10 баллов тоже. Даже если они не смогут сдать выше 75 баллов по русскому языку ЕГЭ. То есть в любом случае участие в этой федеральной олимпиаде, вне зависимости от результата, даст какие-то плоды? Да, обязательно в порядке. И если сейчас, например, у нас, вот я же говорила, да, из всех 598 участников, тут у нас было всего 6 11-классников, значит, остальные это 10, 9, 8 классы. Если обучающийся станет призером Олимпиады в 9 классе, это ее победа будет действовать в течение 4 лет. То есть после 11 класса она может тоже поступить здесь без вступительных испытаний. Например, если в 23 году она в 10 классе, в 24-м, если она захочет, она может к нам поступить. Но это очень честно. А если смотреть с такой ситуацией, что вот из 9 класса ежегодно принимаешь участие в данной федеральной олимпиаде, но, к сожалению, баллы ЕГЭ ты не набираешь более 75, вот все эти олимпиады будут суммироваться, получается, в дополнительных баллах при поступлении? Нет, они, там, к сожалению, у нас 10 баллов максимально. Угу. Ну, наверняка такой человек 10 точно получит. Обязательно. А как вы оцениваете сложность данной олимпиады? Ну, сложность заданий, мне кажется, если человек уже принимает участие с 5, с 4 класса в олимпиаде по родному тувинскому языку и литературе, все равно он ежегодно готовится к этой олимпиаде. Поэтому без затруднений они должны это сделать. Потому что задание это разрабатывается теми же преподавателями, которые разрабатывают задание Тувинского государственного, Олимпиаду Тувинского государственного университета. И только тут задания немножко отличаются тем, что работы с текстом больше. Но все равно туда обязательно будут включены все разделы языка, теоретические вопросы литературы и анализ текста, да, и перевод у нас, самое главное, тут идет. Это, получается, у нас в нашей олимпиаде мы задания по переводу раньше не давали. Но вот с прошлого года мы теперь уже знаем, что вот такие задания будут в последующих олимпиадах, и мы их включаем. Также там написание сочинения именно по анализированному тексту. Но мне кажется, там затруднений не должно быть. Надежда Дарыевна, вы затронули тему подготовки к Олимпиаде, и, возможно, есть какие-то специальные курсы, какие-то уроки для подготовки именно к данной Олимпиаде. Ну, мы кафедрой тувинской филологии общего языкознания, то есть преподаватели нашей кафедры, с прошлого года, как только мы начали уже проводить вот эту Олимпиаду, демонстрационный вариант с осени, с октября месяца, начали проводить в онлайн-форме консультации для школьников и семинары для учителей родного языка и литературы в онлайн-форме тоже. Сейчас уже разработан сборник олимпиадных заданий, который мы будем систематически обновлять, да, и дистанционный курс с заданиями. И теперь вот нам надо будет уже тоже со следующей недели, с этого месяца проводить такие же консультационные занятия для учащихся с применением именно вот этого дистанционного курса, где мы уже включили задания демо-версии прошлогодней Олимпиады. И в феврале 2023 года нами разработан учебный план,
курсов повышения квалификации именно по подготовке к Олимпиаде для учителей республики. И мы уже один курс в феврале месяце проводили, но, к сожалению, там приняли участие около 15 учителей только. Но сейчас мы тоже планируем организовать данные курсы повышения квалификации через Институт повышения квалификации нашего университета, только где-нибудь в феврале месяце тоже. Надежда Дарыевна, если участник имеет льготы при поступлении, а есть ли у него какие-то льготы, бонусы уже, когда он станет студентом Тувинского государственного университета? Да, конечно, чтобы поощрять их, да, в дальнейшем, чтобы они также хорошо учились, хорошо, как сказать, сохраняли свой родной язык, популяризировали, обучали детей. Наш университет на ученом совете университета утвердил локальный акт, что студент, поступивший именно по результатам Федеральной олимпиады по родным языкам и литературе, если он сдаст сессии на 4 и 5, уже будет получать стипендию в повышенном размере. То есть это получается, у нас студенты получают повышенную стипендию по различным номинациям, участвуя в общественной жизни университета, обучаясь только на отлично или занимаясь наукой. А тут вот льготная часть, то, что если вот студент поступил без вступительных испытаний, то есть без экзаменов, он, если будет хорошо учиться, наравне со всеми этими студентами будет получать повышенную стипендию более 10 тысяч рублей в месяц. И это может, если человек будет на каждом курсе, на каждой сессии получать вот такие оценки, до окончания университета он может получать вот эту сумму. Хорошую сумму вы озвучили. Да, это здорово, что у школьников просто из-за участия в данной Олимпиаде вот такие вот преференции. Но все-таки, думаю, не стоит забывать о труде учителей, которые готовят школьников. А есть ли у них какие-то бонусы от того, что они обучают людей? Вообще в нашем Тувинском государственном университете, когда учителя готовят призеров Олимпиады, даже нашего Тувинского государственного университета по всем дисциплинам 21, да, про которых мы вначале говорили, по биологии, по математике, по родному языку, по русскому языку, этих учителей наш университет награждает дипломами, грамотами, которые им в стимулирующий час идет, да. Получается, это поддержка с нашего университета, то, что они с нами сотрудничают, то есть это связь университета с образовательными учреждениями республики. У нас очень много таких учителей, которые уже знают, что если их учащиеся, то есть обучающиеся под их руководством получают призовые места, их обязательно у нас в университете чествуют. И по результатам данной Олимпиады сейчас наш Тувинский государственный университет принял решение тоже на ученом совете, что они будут удостоены почетным званием «Учитель года Тувинского государственного университета». То есть у нас в республике, если учитель принимает участие в конкурсе «Учитель года», они получают вот эти «Учитель года» там 2022-2023, а вот эти учителя, именно учителя родного языка и литературы, будут учитель года Тувинского государственного университета. В общем, с какой стороны ни посмотри, просто необходимо участвовать в Федеральной олимпиаде и обучать будущих олимпийцев, можно так сказать. Да, да. У нас в республике в целом вообще одаренных детей, я считаю, много. С ними надо только хорошенько работать и работать, тогда у них результаты будут. И учителя тувинского языка и литературы тоже вот сейчас уже начали активно работать со своими учащимися, звонят они к нам, если у них какие-то проблемы возникают. Мы им тоже помогаем, и сейчас в дальнейшем будем помогать, если с них поступят вот звонки, там, мы им постоянно консультации даем, как заходить, потому что в некоторых вот дальних, отдаленных у нас сумонах со связью плохо, мы им тоже помогаем. И сейчас мы предлагаем зональные семинары. Если они нам заявку подадут, мы через
институт повышения квалификации, может быть, просто, может быть, мы однодневный семинар, например, Ирзинский, Тейсхемский, там уже они просили. В Самогалтае мы проведем вот такой семинар, чтобы приняли участие не только учителя Тейсхемского района, но и учителя Ирзинского района. Если вот такие заявки поступят, мы будем проводить их тоже, чтобы помочь им. Надежда Дарыевна, вот мы с вами обсудили федеральную олимпиаду, рассказали о ее преимуществах, именно об участии в ней. А когда можно принять участие в данной олимпиаде и откуда ты вообще узнаешь о сроках? Ну, смотрите, демонстрационные варианты ребята уже решались с октября месяца, то есть они уже готовились. С прошлого года мы все школы тоже... Во все школы через Министерство образования отправили письма. И в этом году также отправили институтам довузовского образования, отправлены письма в Кажунный отдел образования. И мы сотрудничаем с Министерством образования, который тоже организовывает же олимпиады специально. У них олимпиады уже начались, и у нас олимпиада тоже с ними вместе, вот наряду с ними началась. Но вот отборочный этап олимпиады уже началась 15 ноября на сайте вот именно Федеральной олимпиады по родным языкам и литературе. Мы этот сайт тоже всегда напоминаем учителям через Viber, через другие социальные сети тоже извещаем, чтобы они уже начинали решать, вернее, олимпиадные задания. Прекрасно, что тувинский язык теперь не просто нужно знать, а это уже очень выгодно знать свой родной язык. Что ж, пожелаем удачи конкурсантам. Напомним, что у нас сегодня в гостях Суванди Надежда Дарыевна, декан филологического факультета Тувинского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент кафедры тувинской филологии и общего языкознания. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Спасибо вам, что нас пригласили, и желаю удачи нашим ребятам, нашим учителям. Смотрите интервью дня, участвуйте в Федеральной олимпиаде. До новых встреч!